Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Алла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Укрепление сотрудничества. Мы сюда приехали с большими интересами, большими ожиданиями. В столицу региона прибыла делегация из Республики Карелия. Во имя общей победы. Под флагом спецназа «Ахмат» объединилась вся Россия, все воины России, у которой есть одна цель – это победить врага. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия добровольцев. Новый облик. Один из проектов – это создание первого на юге России и Северном Кавказе автомобильного кластера на базе завода «Чечен-Авто». Состоялась презентация масштабного мастер-плана города Аргун. Рамзан Кадыров проверил, как протекает процесс строительства одного из самых масштабных проектов Грозного. На площадке ведутся активные работы по возведению микрорайона, названного в честь Владимира Путина, и всех необходимых коммуникаций. Слово Мадине Нуцалчиевой. Глава республики Рамзан Кадыров совершил инспекционную поездку по строительным объектам в городе. На сегодняшний день в столице активными темпами идет строительство сразу нескольких крупных проектов. Скоро в их числе будет и новая гостиница, которая разместится по улице Трошева. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров предложил главе субъекта самому выбрать проект нового здания. Также Хасмагомед Кадыров доложил о том, как идет строительство нового района, который будет носить имя Владимира Путина. Стройка развернулась на территории в 200 гектар. В районе будет 130 многоквартирных домов. Более 2 миллионов квадратных метров жилья возводится быстрыми темпами. Будут построены и объекты социального значения, такие как школы, детские сады, спортивные и культурные центры. Второй, третий этаж дают шмонуш, он могет так первый линия до домашний слож, такой спроса действительно, что нам интересно до, отдельно первый линия до домашнего, это отдельно процент халяче 65% юхкани хош. Общий район ночи хархацалоц, повернет 65% ховер хокчал квартир дают. Община халяче ой малare 45% юхновой дамова полный курировать контролируешь контроляю хош не доверяешь додик белош дабуш пока заматыш на так да үц цанамете хоккол yok объемы это срок я это процент юхкан Россия кайча анализ санаят وين نسليني كاش تسولو يقنع تيش تيش صبيش بس المسارات أحيو نسليني سيتيش ما يتصدل عنوك دائم أعمال أربعة خير تشتا إيش كورتي ريوش سينو ريوش مجن ريوش خلبو جزلو دلاحو كيوقع أرنتي بونا خابو كورتي شويش وين تفورو مين جنا أتباهكن بولتو يوقع شرائي تقوقع تاتكورتي Boish Peshton, Cage Regions, que dá seis, todos aqui as cores de hoje. Контролируешь его, метка, фумбоба, проблемы, и бог добьешь куда он выйдет, давай солидон. مسو آور تعدل تبيش نسور بويتي الخيتش بالخشبات شادك دادكشي يوحكر إيتر داجة بوسل بني دوشتوش إسلامسكي رسولش بوري تيولو تول أقوى بوسل نوشي غلر يتر
مسو اتش اتشتوي انزي هوقا يوكنو كورتيرشات 90% فوريت يول يوكنو ساعت شيء قي انوستر شبات اتسارا شيء دلنا يوخش متيكش نسلو نو основной инс قي انوستر شبات دماش ديشبول وشا ويج شيء كورتير شيء اسلامسكي رسروچ يول يوك كارش بوشبو دلا وي اتس قي يوك متيجي نقي بلوت اي اتسنرستي تسيچ بكاتر بيشبول بولتي ابيوميات تي يوقيوش Eloceriu belot elēcel ištbart bieši cultēāts atšiš domt eloči ibelš bieši tukoj. Reič investors tēžē vojgi šeit nešūkš islamskai rasročki devīri jūkuš līnī. Masua vora jokām klupcinā. На сегодняшний день выполнены бетонные работы. Уже возведены второй и третий этажи некоторых многоквартирных домов. У других вырыты котлованы. Градоначальник также продемонстрировал макет будущих мечетей, которые будут размещены в начале и конце нового района. В свою очередь Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что это будет одно из самых красивых мест Чеченской Республики. Стоит отметить, что при строительстве используют материалы только лучшего качества. Фасад самый дикный долгосрочный обычно дом дечо yorах дешевый фасад композиция турек пока самый дик гранит провинтинела самый голый хаз фасадات долговечный ёлше песочный ёлш хаза порученицы и хоуштун и туре да до право лево до домаш поэтапно ще або шпел шпока شيء إتاش حلوة نتيجة شبودا. ماجي عودة. ماجي كتلوانا كان بولغش بوكش. جيولوجيات قلنا إذا كان الشيش اللي بيحا يوش تيج حشولا سوي يشولتن. أي بوع هدوشتيك أرجع. تندرجم أي بلين وجه. كتلوانات سنتي نتر. عيل سوكش تشتري ون وأوبشي هريول جينا تنتي دلكي تشلوك منساج. والآخر ماجدات ولي اتون دوحل نسود يزر على اشتري شيء ننتظر شيء عسى حشوف شيء ماجدات اشت نسود يزر على جم حوز يزر على بغزان وإذا كان شيء يشتوك هيك أورجي يزر على اشتوك تون هيدا مطلانو بول عبو يشفود يوم هيدا سوى هر بيتش تجوج ماجدور هو ناشي كتوان شوف يشمونش يشتوك وقت آخر دوشتور داعش شيك على كل يشيك ريون وبوعيك شيك على قوقيرشت تديابك وجه افتروا ماجديك نسدو آخر دوشتور از يقول داستي يشبول أوليت بولوار غاش داستي يشبول أوليت بات إخر بوشبول من زهر برسبكت بوتين أبو هر بيرو ليني دماشور شتو هر второй линию هر третий линию üşade ged adolin do первый второй третий линии даш киси адеш адолина белш наболин белш беш бу геологи шеш цаеш уже бетон шот юл бела акшина мәждиган белш адолина он магар диарчна хинц инспекциер сега изготовление кан белш бун да бу чока شيء جيولوجي يش بولنا إذا كان يش بيلش بودا بيجنا. شو هو بدلا إيمن إيش دعوة على الخليط يقولت إيش تليت ال عائلة يري كروتشين تندرنا عن شو إنترس كاتتنا. إيمن تشين ماجد بوي جاي متى كازويتي بفوكس جو تاع دعوة دوشلي. هذا يوم ما مسوي شوي ده ترى ماجد جو نيا بيجنا إيش تاليش كسويش. الرزوس يفتروا بيرو اللي نعدشتون دروج مرودل متي ديوت سيجار لابيوتشي برسبكت بو بيرو اللي نيو هر PL بوكودا ترى دول بوتينسكي ريونالد PL بوكودا إدو إز اتسير هاش دروج مرودل جر هاش نيس دولا بوردو شتو هم التأخر دول كابرنيك وقا تتنا دونه كيلي كتا أتمش كوي إدو كوي بوكو الدوم دوكا تون около 30 этажей тон царит как раз тонна геология шпел штаболи на онца ишти гостиница мәждик и дом за возвыши تبارك الله الله чого за أغسنجي Москва санца шайбу сон вертикал хаузен гаеш Результат будет продолжаться.
Alhamdulillah, Allah'tan müdahale Hazdan Putin zahlayanları Mosul Slovenijo što Hazdan da vašedu Tjel socialne objekšedu Obrikördan dok Hazdan Bjala Ladoš Ših Bežgerdudan iz prospektadan Nahraš Bjuldan Metigöšedan Ervo Metigöšedan Noši žaugli Hazmetikeri Plasno 130 dom do более 2 миллиона квадрат жиляю и шайги занято хинз. Ацахаз гостиниц юха хаз до элдол дом хардер харвук аурдол дом что шадер что хаз наш выбрать там будет. Хасмагомед Кадыров также рассказал о ходе строительства других объектов столицы. Он отметил, что идет работа по расширению улиц, исправлению ливневок, работа над выполнением поручения руководителя субъекта по улучшению жизни горожан проводится ежедневно. Не плановые, а я поручение цешебе где там ючпун, как цац улиц расширить, белгалде ходовые, цевуша расширить, деш шестиполосный, деш четырехполосный, деш надобности, хажена уша расширить, дома ханкарская бег расширить, буква этап, шерит по расширить, когда же коммуникация, швыч сеть, швыч белш, пеш по асфальт, шваду, около 20 километров уже вадик на 60 километров, язык, وانا ضوي كاش دينا بلش نعطيش ببيعش بو прямой эфир ха обратиться днер шлюна все али проблемы тут я самое острое дук хишлячо точкшери уж белгале ха айл поручение це є шалюна кеш цацана не хала біш ніс біш ла хилат салат і бо біш і бо біш тут я белш біш бун де бо цо жениц гейч на гай проблеми оч сагол за момент ярчур вцега біш вой гергер вежри на ости бала хаво де шолкет дитя дуба до де чена гиркон хилага датце двич دولتشر بس ناكل شغلت كارشر دايا عدين بو غلا خلا وتر مدرج داغيتين شكو بعد شن مسوم ديك صاحب يا هوزا بنا وشاف دبي جيت اشتات شغال في تجدوا تديو ايش проблем شو مسانا خلشن هذا نيرس وجدي ارستار رينا كالتلق دماش Окпиру ли на Путин, а ловно что хазгокоин. Писан ищет хазгурю, что парметишь. Так цигар пал на окна у района, теперь переход терев так инвесторой бол бешил че, а бола цунг даба это наишь на эти условия хуяли, что будет дорог. Хорошая гона, что двухэтажные, одноэтажные, трехэтажные разные широко. Ютишум что шраги. Я вообще еще халаешем цацэ торговый бог шум шли не рецепт. Самое интересное, что тут цыган в необычном стиле. Значит, дом дирдо. Раматочи замок, юг. Что интересно, дух туристов, дух войнах. شو توريشال دو كوينش بوتيغا مسود الرئيس ولا شو سمودا ميتشنا هداوش دينا بيسنا بويا كيلت نوتا туристический точек такач города на дух просто лицо столицы для нас вلا дома то именно иметь человек реконструкции это поручение или интерната масуаур прямо не сеёна именно своя чуйда литтен цейна В новом жилом комплексе сможет проживать более 70 тысяч человек. Для их комфорта будет построена вся необходимая инфраструктура. У Чеченской Республики уже есть богатый опыт по реализации грандиозных проектов. Мадина Нуцалчиева, Сейдамин Мусаев, Мусар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Грозном прошла презентация мастер-плана города Аргун. В ней приняли участие высокопоставленные чиновники региона. Его будут реализовывать до 2036 года. Он поможет развить все ключевые отрасли города. Адам Магомедов подготовил материал с места событий. Презентацию мастер-плана города Аргун посетил кабинет министров и градоначальника Грозного и Аргуна. Ильяс Масаев отметил, что благополучие всего чеченского народа является высшей ценностью для руководства региона. Именно поэтому ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры субъекта. Нам предстоит не только сформировать ядро индустриального роста, но и превратить
социально-экономически стабильный город с диверсифицированной экономикой. Цель амбициозна, но мы уверены, что благодаря слаженной работе всех городских служб и ведомств удастся нам достичь. Мастер-план разработан по инициативе мэрии города Аргун при поддержке правительства субъекта совместно с Дом РФ, а также Агентства стратегического развития «Центр» и международным консорциумом под лидерством компании «Мастерсплан». Городской округ имеет выгодное положение относительно ключевых транспортных артерий Кавказа, поэтому реализация комплексного плана стартует с развития дорожных сетей. Мы проанализировали стратегии социально-экономического развития города и выделили следующие задачи. Эффективное использование промышленного потенциала, модернизация существующих предприятий и создание новых рабочих мест рядом с местами проживания, формирование комфортных условий для жизни населения. Кабинет министров Чеченской Республики высоко оценил завершенный мастер-план и выразил уверенность в том, что благодаря ему город ждет большой скачок. Надеемся, верим, что данный проект, конечно же, безусловно, найдет свое решение, свое осуществление. Видно по даже той короткой презентации, как здесь спикер отметил, в этой короткой презентации заметно, какая огромная работа проведена. Она проведена буквально во всех аспектах, во всех сферах жизнеобеспечения. Комплексный план включает в себя 15 проектов для развития всех ключевых отраслей жизни населения. Помимо этого запроектировано 33 новых детских сада, 15 школ, 4 поликлиники и 6 спортивных объектов. В общем, это создаст 18 300 рабочих мест. Сейчас будет строиться институт развития города совместно с мэрией. Уже сейчас готовится поручение президента Российской Федерации по реализации мастер-плана. По Грозному уже такое готовится. Мы сейчас добавим мероприятия из Аргуна в эти поручения на выделение финансирования из федерального бюджета. Один из проектов – это создание первого на юге России и Северном Кавказе автомобильного кластера на базе завода «Чечен-Авто». Он позволит производить 16 тысяч машин в год. Это будут 3 основные отечественные марки, выпускаемые параллельно: «Лада Гранта», «Газель Next» и модельный ряд УАЗ. Адам Магомедов, Хусейн Бурдаханов, Саидамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Делегация из Республики Карелия в ходе визита в регион посетила значимые места Грозного и ближе познакомилась с историей субъекта. После экскурсия перешла в рабочую встречу. Обо всем по порядку расскажет Рамзан Абуев. Делегация из Карелии начала свой визит с посещения мемориального комплекса славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России. Гости возложили цветы к плите памяти Ахмата Хаджи Кадырова, отдавая дань уважения. Затем им провели экскурсию по музейному комплексу, где им подробно рассказали об экспозициях. Особенно впечатлил рабочий кабинет лидера, сыгравшего главную роль в спасении народа. Ну и перед нами рабочий стол президента. За этим столом работал Ахмат Хаджи Кадыров. Встречался с посетителями. Все предметы на его столе хранят воспоминания о нем. После гости в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации приняли участие в круглом столе на тему «Мир Далат. Большой вклад» с чеченскими общественными деятелями. В состав делегации входят руководители организаций Содружества народов Карелии, представители вайнахской и молдавской культур. Они рассказали о реализуемых ими проектах. Во-первых, мы всегда приехали с большими интересами, с большими ожиданиями. Просто республика Чеченская — это очень, как бы сказать, интересная республика для Севера. Там все как бы воспринимается очень все в таком как бы патриотическом плане. И мы ждали от этой поездки, что у нас остановятся новые контакты, новые взаимоотношения, которые будут на пользу нашим народам и Чечни, и Карелии. Совершенно правильно. Этот проект выиграл президентский грант, называется «Мир и лад», тоже направлен на укрепление межнациональных связей не только на территории Республики Карелии, также вот с Республикой Чечни. В январе в городе Ланце, где проживает чеченская диаспора вайнахов, они за общество вайнахской культуры и проводили нам мероприятие, в котором участвовали несколько школ
Петрозаводска, местная школа, а также представители вайнахской культуры, которые рассказывали об истории чеченского народа, о культурных традициях, показали национальные костюмы, национальные блюда. Было все интересно, и эффект такой, что школьникам очень понравилось. При опросе большинство ребят ответили, что очень было полезно и интересно. Программа двухдневного пребывания делегации включает обзорную экскурсию по Грозному, посещение мечети сердца Чечни, торгового центра «Беркут» и цветочного парка. Приезд в наш регион делегации не является случайным, так как за последние 2 десятилетия в республике не было никаких конфликтов по национальной и религиозной почве. Гости выразили желание поучиться извлеченному опыту. В нашей республике проживает около 60 тысяч человек, представляющих 87 национальностей. Эти люди заняты в различных сферах деятельности и органах власти, активно способствуя развитию общества. По поручению Рамзана Кадырова представители каждого национально-культурного центра автономии и общественной организации были включены в консультативный совет при главе региона по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Добровольцы со всей страны вновь отправились в зону проведения специальной военной операции. Они прошли интенсивный курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Получили самое современное тактическое снаряжение. Большинство из добровольцев уже не в первый раз отправились искоренять неонацизм в составе спецназа «Ахмат». Поддержал бойцов председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Большинство из вас уже знаете, что такое боевое братство, поддержка друг друга и, конечно, выполнение поставленной задачи. Я вам желаю, чтобы вы, во-первых, выполнили ту задачу и ту миссию, которую вы взяли на себя как воины. И, конечно же, желаем, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми, к своим семьям, к своим родителям. Низкий поклон вашим родителям, которые воспитали таких воинов, сынов. Бойцы, от вашего имени я хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики и Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который с начала проведения СВО помогает нам, бойцам, спецназу «Ахмат», а также другим структурным подразделениям из республики, да и не только из республики, всем тем нашим бойцам, воинам, которые исполняют свой воинский долг. Также помогает жителям Донбасса, освобожденных наших новых территорий. Хотелось бы поблагодарить также от вашего имени главу Чеченской Республики, генерал-полковника, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который непосредственно, ежедневно, ежечасно принимает доклады от командиров с подразделений, который душой с нами всегда. В Грозном стартовал первый этап кадрового проекта Федеральной налоговой службы «Резерв» руководителя Лига замов. Участие в событии приняли заместители руководителя управления Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации и заместители начальника межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы, представляющие Приволожские и Уральские федеральные округа. Главной целью мероприятия является развитие кадрового потенциала сотрудников службы. Запущен в 2024 году и стал продолжением флагманского проекта, который проходил в ФНС России в 2020-2021 годах. Хотели узнать, что для сотрудников уровня заместителя руководителя является приоритетом, как они понимают важность своей работы, что им нужно для того, чтобы оказывать услуги для налогоплательщиков еще более высокого качества. Вот мы решили обратиться к нашим практикам, к людям, которые непосредственно взаимодействуют с налогоплательщиками, для того, чтобы попытаться еще эффективнее работать. Артисты Московского художественного академического театра имени Максима Горького на сцене Государственного русского драматического театра имени Лермонтова показали для чеченского зрителя спектакль «Пигмалион». Какие впечатления остались от постановки, поделится Валентина Гусевская.
МХАТ имени Максима Горького приехал в Грозный с пьесой «Пигмалион». Режиссером-постановщиком картины выступила заслуженная артистка СССР Татьяна Доронина. Первый показ состоялся на сцене Государственного русского драматического театра имени Лермонтова. Театр фантастический вообще, это грандиозный. Такой театр построить сейчас, это великие люди сделали. Большое дело. Очень хочется, чтобы люди получили удовольствие и чтобы они немножко отдохнули, потому что такое очень напряженное время, тяжелое. Надо, чтобы чуть-чуть немножко стресс снимали люди тоже в театре. Не первый раз ведущие театры России посещают столицу региона. Это стало возможно благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану от Министерства культуры Российской Федерации. И эти гастроли проходят в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Росконцерта, при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики. Недавно, не так давно, точнее, на нашей сцене проходили гастроли Вахтанговского театра, которые приехали в нашу республику по приглашению вице-премьера правительства Чеченской Республики Ашат Рамзановны Кадыровой. Таким образом, это уже стало своего рода доброй традицией выступления столичных театров в нашей республике, в нашем городе. Это такой своеобразный театральный праздник для любителей театра, ну и для нас, как людей театра тоже. Действие картины происходит в Англии XX века. Актеры старались передать атмосферу того времени изысканными нарядами и соответствующим гримом. Безумно интересно, какая публика, потому что мы разную публику видели, но все равно она более-менее нам привычна. А тут классика, классический спектакль, и как он воспримется, какой отклик он найдет, это для артистов очень важно, потому что артисты, они же как дети, им надо чтобы какой-то была отдача, это самое большое счастье. При подготовке картины каждую деталь продумали до мелочей. Специально для пьесы «Пигмалион» из Московского театра привезли 4 павильона с декорациями. До начала представления остались считанные минуты. За кулисами актеры уже готовы выйти на сцену и порадовать зрителей своим профессионализмом и талантом. «Пигмалион» — это история Золушки, американская мечта на английский манер. Ради смеха профессор Хиггинс заключает пари с полковником Пикерингом, обещая обучить необразованную цветочницу Элизу Дулиттл грамотной речи и манерам герцогини. В ходе эксперимента выясняется, что по душевному складу Элиза далеко превосходит настоящих леди. Мы уловили, что удивительное чувство юмора у вашего народа есть, просто тонкое, и где-то оно перекликается и с английским юмором. Поэтому я очень надеюсь, что и здесь публика будет смеяться вместе с нами, улыбаться, радоваться и грустить, может быть, где-то. Показ пьесы «Пигмалион» состоится и 15 мая. Билеты также могут приобрести обладатели пушкинской карты. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.